В эфире новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Безопасные новогодние праздники в столице региона. Во время праздничных выходных усилят меры безопасности в общественных местах. Компенсация за переход с бензина на газ. Со следующего года в Якутии начнут компенсировать затраты на перевод транспорта с бензина на газомоторное топливо. Съемочные группы из регионов всего Дальнего Востока будут работать в Якутии. В республике разрабатывается проект по строительству кинопавильона и кинокомплекса с киноцентром. В Якутии во время новогодних праздников усилят меры безопасности в общественных местах. Помимо органов правопорядка на усиленный режим работы перейдут предприятия жилищно-коммунального комплекса, энергетики, транспорта и медицинские организации. Так, сотрудники правоохранительных органов и службы МЧС в предновогодние и новогодние периоды перейдут на усиленный режим несения службы. Сотрудники ГАИ и работники транспортного комплекса, органы местного самоуправления особое внимание уделяют вопросам безопасности дорожного движения, работе автозимников и ледовых переправ. Министерство ЖКХ и энергетики республики обеспечит переход на круглосуточное дежурство диспетчеров предприятий ЖКХ, управляющих компаний и ресурсно-снабжающих организаций. Министерство здравоохранения усилит работу бригад экстренной и скорой медицинской помощи, обеспечит работу дежурных врачей в больницах и поликлиниках и травматологических пунктах. В реанимационных и инфекционных отделениях районных больниц сохранится резерв коечного фонда. В нынешнем послании Государственному собранию Илтумен глава республики Айсен Николаев подчеркнул жизненную необходимость цифровизации Якутии и развития инновационной экосистемы. Сейчас по уровню цифровой зрелости приоритетных отраслей экономики республика занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе и 15-е место по стране. А по уровню экспорта IT-услуг республика уверенно держит первое место на Дальнем Востоке. Якутия также должна вступить в ряды крупных игроков на научно-исследовательском поле страны и даже мира. Поставлены задачи создания Центра биотехнологических исследований и разработок и инновационного научно-технологического центра. И, конечно, вот это удобрение почвы для развития инноваций и IT, оно очень важно, оно должно продолжаться. В республике есть сейчас уже полный комплект, полный набор инструментов и институтов инновационной экосистемы региональной. Глава сказал про ряд рейтингов, в том числе рейтинг инвестиционный, в которых республика очень хорошо выросла. Вот я надеюсь, что теперь будут еще предприняты меры для того, чтобы республику поднять в рейтинге инновационной успешности регионов России. Так что вот этот момент я хочу особенно отметить, и думаю, что здесь усилия по развитию образования и по выравниванию уровней лучших и не лучших школ и других образовательных организаций, они очень важны. К слову говоря, высокоскоростной интернет уже добрался до арктического поселка Жиленда Оленёкского улуса Якутии. Сегодня министр инноваций и руководство ПАО «Ростелеком» дали торжественный запуск этому событию. Как сообщил Анатолий Семенов, эта работа велась здесь начиная с 2019 года. В прошлом году ВОЛС дотянули до границы Оленёкского улуса, и вот сегодня он добрался до населенного пункта Жиленда, преодолев 243 километра. Теперь у жителей этого отдаленного поселка появился не только интернет, но и связь четвертого поколения 4G. На этом руководство министерства работу не завершает. ВОЛС пойдет дальше, и в скором времени глобальная паутина будет доступна для жителей уже Анабарского улуса. У нас сейчас мы начнем, во-первых, в первую очередь, конечно, социальный значимый объект. Это школа, администрация, объекты культуры, библиотека, музей будем подключать. Но также будем подключать и домохозяйство. То есть будут собираться коллективные заявки и будем подключать. В том числе здесь примет активное участие наша компания «Арктик Телеком». Почему это знаковое событие, почему мы о нем сегодня рассказываем? Во-первых, мы закрыли полностью Оленёкский район, ВОЛС, да, и это нам позволит идти дальше в Анабар. Вот у нас подписано соглашение также с Анабарским районом. Здесь помогает в том числе и республика, и сам район, и компания «Ростелеком». И надеемся, что до конца следующего года мы придем со Скалах.
Поэтому такое действительно знаковое событие. Арктика развивается, и связь быстро туда идет. В Якутии будут компенсировать затраты на перевод транспорта с бензина на газ. В Якутии с 2022 года автомобилистам начнут компенсировать затраты на перевод транспорта с бензина на газомоторное топливо. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 24 миллиона рублей. Средства выделят региональным авторизированным центрам по переоборудованию. Они, в свою очередь, должны будут предоставлять клиентам соразмерную скидку. Так, к 2030 году в Якутии планируется построить более 40 газозаправочных станций. Инвесторы, желающие построить в регионе новые газозаправки, получат компенсирующие субсидии. На эти цели в бюджете предусмотрено около 20 миллионов рублей. Также с 2020 года владельцы машин, работающих на природном газе, оплачивают лишь 50% транспортного налога, а компании, занятые строительством газовых заправок, освобождены от уплаты налогов на имущество. 4 новых автобуса пришли в Ленск. Через неделю их планируют вывести на городские маршруты. Подробности знают наши коллеги. Совершенно новенькие автобусы марки ПАС «Вектор Next» буквально на днях прибыли в Ленск. Предназначена новая техника для городских пассажирских перевозок. Отечественные машины отвечают всем современным требованиям. Низкий пол в задней части автобуса, пневмосистема, увеличенный дверной проем и площадка для маломобильных граждан. Вытаскивается это все. Да, она вот так вот складывается. Здесь вот специально для антискольжения, чтобы коляска не слетела. Вот крепление у нас получается. Вот этим ставится, ну так у нас. Вот. На таком уровне получается она у нас будет. Закатываем колясочника, ставим здесь. Вот подлокотник, все. Напомним, что с 1 октября полномочия по перевозке пассажиров были переданы в район. С тех пор за общественный транспорт отвечает МКУ «Гранит», а средства на содержание автопарка и его обновление выделяются из районного бюджета. Так, новый ПАС обошлись району более чем в 16 миллионов рублей. Цена одного – 4 миллиона рублей. Транспорт полностью адаптирован для работы в северных условиях. Но автобусы, они отечественного производства полностью. Дымитера ЕМЗ стоят. Исполнение северное, двойное остекленение. А также вы видели, что для перевозки инвалидов, для колясок с детьми, ну, удобства эти. Общее посадочных мест 19, а общее количество 52. Оценили достоинство нового ПАС и водителей, которые перегоняли приобретенный транспорт по трубе ВСТО из города Иркутска. Дорога была сложная, но техника не подвела. Дорога была тяжелая, гололед. Никто на нас не верил. Даже насмешки были в сторону нас от дальнобойщиков, что как так на задних приводных автобусах они подняться в гору не могут, а мы вот поедем. Ну ничего, утерли всем нос, все-таки проехали. По характеристике автобуса удобный, для водителя комфортный автобус. Я довольный. Тем более он как бы у нас на пневмосистеме, мягкий, комфортно идет. На следующей неделе все автобусы будут выпущены на линию. Новый ПАС появится на 3-м и 1-м маршруте. Они заменят школьники, которые пока из-за большого запроса были задействованы на городских перевозках. В автобусах установлено видеонаблюдение и терминал для безналичного расчета за проезд. Также имеются кнопки вызова водителя. Новые автобусы без сомнения по достоинству оценят пассажиры, ведь в них предусмотрено все для их удобства. Остается надеяться, что ленчане будут бережно относиться к общественному транспорту, и он на долгие годы сохранит свой внешний вид. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. 8-е летние международные спортивные игры «Дети Азии» могут пройти в Якутске. Об этом в своем послании сообщил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что решение о месте проведения игр 2024 года должно быть принято правительством страны до конца текущего года. Напомним, «Дети Азии» проходят раз в 4 года под патронатом Российского и Международного олимпийских комитетов, а также ЮНЕСКО. 7-е по счету летние игры летом следующего года примет Владивосток. Соревнования пройдут с 27 июля по 8 августа. По инициативе первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева подарком мировому спортивному движению стали международные спортивные игры «Дети Азии». В следующем году они пройдут во Владивостоке, а до конца года правительством страны будет принято решение о месте проведения следующих игр уже в 2024 года. И мы надеемся, что наша заявка будет принята, и 8-е игры «Дети Азии» на высочайшем уровне пройдут в 2024 году на своей родине в республике Саха-Якутия.
Почти взрослые соревнования с учетом возрастных особенностей детей. В Якутии проходит 10-й региональный этап чемпионата WorldSkills Junior. На чемпионате будущего побывала наша коллега Надежда Саханская. Благодаря программе WorldSkills Junior у каждого школьника есть возможность попробовать себя в различных сферах деятельности, обучаясь у профессионалов и, более того, углубленно освоить и даже получить профессию к окончанию 9 или 11 классов. Так, в эти дни в Якутске проходит 10-й региональный этап чемпионата. Ежегодно проходит национальный чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы» в юниорской линейке. То есть сейчас проводится региональный этап. На базе многих образовательных школ, образовательных учреждений республики работают различные компетенции. На базе нашего детского технопарка «Кванториум» функционируют 4 площадки по 4 компетенциям. Это у нас промышленный дизайн, инженерия космических систем, эксплуатация беспилотных летательных аппаратов и промышленный дизайн. Мастерство школьников оценивают независимые эксперты. Впрочем, подготовленные дети задают высокую планку по выбранной сфере соревнований. Вот на таких рабочих местах дети будут соревноваться по компетенции космические инженерные системы. Они будут разрабатывать что-то вроде спутника, а затем его испытывать. Ну а в целом WorldSkills Juniors – это, во-первых, познание той области деятельности, в которой, возможно, ты дальше будешь работать, а также прямая связь педагог и ученик, где дети получают неограниченное количество знаний по той или иной специальности. Соревнования проходят в различных возрастных группах, тем самым определяя сложность полученного конкурсного задания. Так, в компетенции проектирования нейроинтерфейсов юным профессионалам предстоит разработать бионический макет руки, который будет пригоден на практике. В этом году мы проводим по 3 возрастным категориям. Это 10-12, 12-14, 14-16. Сейчас в данное время идет соревнование между возрастной группой 12-14. Ребята должны собрать из набора руку, бионический макет руки, и управлять ее пальцами при помощи своих мышц, при помощи датчиков ЭМГ. Старшеклассники, что входит в их программу? У них тоже сборка макета руки, но у них программы более сложные, они должны сделать много жестов разных при помощи этих датчиков. 10-й региональный этап продлится в нашей республике до 24 декабря, по результатам которого воспитанники технопарка «Кванториум» возможно отправятся покорять и федеральный этап. Отметим, что в прошлом году якутским конкурсантам удалось одержать несколько побед, которые и стимулируют принимать участие и в этом году. Надежда Саханская, Григорий Николаев, Якутск. В Якутии разрабатывают проект по строительству кинокомплекса с киноцентром и кинопавильоном, в котором будут работать съемочные группы из регионов всего Дальнего Востока страны. Для развития киноиндустрии по поручению главы Якутии разрабатывают республиканский закон о государственной поддержке кинематографа. Документ появится после принятия Министерством культуры и духовного развития концепции развития якутского кино. Директор кинокомпании «Саха-фильм» Сардана Савина рассказала, что для дальнейшего развития киноиндустрии в Якутии требуются новые кадры. Уже сейчас важно позаботиться о развитии анимации и новых технологий. Реализовать поставленные цели получится на базе кинокомплекса с киноконцерном и кинопавильоном. К этой минуте у меня вся информация. До новых встреч в эфире.